Одним из примеров является операция, проведенная 15 июля силами 3-го полка с приданными подразделениями Восточного фронта по направлению села Ишкет, высота 302. Это то, что за моей спиной. На этих позициях противник удерживался долго, и с этих рубежей он планировал наступление по направлению к городу Ткварчал. Внезапной скоординированной атакой с флангов и по центру противник был выбит со своих позиций и панически отступил на значительное расстояние. При этом оставил на поле боя убитых, раненых, много оружия и другое войсковое имущество. Бойцам Восточного фронта досталось в качестве трофеев около 50 единиц стрелкового оружия. Гранатометы, пулеметы, пушка Д-44, 2 82 мм миномета и так далее. Уничтожено около 50 солдат противника. В плен было взято 5 вражеских солдат и офицеров. Наши потери равнялись 2 убитым бойцам и нескольким раненым. Мало кому известно, что этот удар был только частью большой операции и являлся отвлекающим. Второй, основной удар планировалось нанести в районе села Кандыгану-Арху с целью блокирования трассы и выхода к морю, но из-за отсутствия боеприпасов и горючего осуществить намеченное не удалось. Исполняющим обязанности министра обороны Республики Абхазия генерал-майору Сосналиеву. Линия фронта на 10 июля на участке Ахали-Кингит-Сагера восстановлена старая от 1 июля, за исключением старой Кингит. Мост автомобильный Дагбоу, мост железнодорожный Дгамш взорваны. 11 июля планируется нанести отвлекающий удар в направлении Губидия, перекрыть. 12 июля основной удар в направлении Кингиану-Арху с выходом к морю. Характерно, что в результате подобных операций противник отходил на такое расстояние, которое исключало бы боевое соприкосновение с подразделениями Восточного фронта. В итоге нейтральная полоса, иногда достигавшая нескольких километров в глубину, бралась под контроль разведывательными группами Восточного фронта. Это позволяло отслеживать действия противника, из засад уничтожать его небольшие группы, минировать местность, а в случае нападения встречать его на дальних подступах к основной линии обороны. Ко 2 августа 1993 года Восточный фронт имел на вооружении Т-55 – 3 единицы, БМП-1 – 5 единиц, БТР-80 – 1 единица, БТР Каша – 1 единица, БРДМ – 1 единица, пушка Д-44 – 3 единицы, миномет 120 мм – 3 единицы, миномет 85 мм – 10 единиц и так далее. Личный состав составлял около 3800 опытных бойцов, вооруженных различным оружием. Со второй половины августа началась интенсивная подготовка к осуществлению наступательной операции во взаимодействии с войсками Гумистинского фронта. Генштаб Республики Абхазия планировал еще один десант, подобный июльскому, однако командование Восточного фронта высказалось против, так как фронт нуждался в боеприпасах, а не в бойцах. Главное командование учло это мнение. Ночью 15 сентября 1993 года 2 баржи с грузовиками, нагруженных оружием и боеприпасами, благополучно прибыли на Восточный фронт и выгрузились в районе села Тамыш. Баржи сопровождал небольшой отряд прикрытия около 40 человек на малых катерах. С утра 16 сентября подразделение, получив боеприпасы и дополнительное вооружение, действуя по общему плану операции под кодовым названием «Блокада», атаковали позиции противника в селах Параду, Цагера, Ахалдаба, Дача и Кадорскому мосту. Одновременно были взорваны мосты на реке Таумыш, Чаща и ЖД-мост в районе Лепана. Задачей дня было установление контроля над трассой на широком участке от Мохвского до Кадорского моста и удержание его до воссоединения с войсками Гумистинского фронта. Это была очень сложная операция, при планировании которой было допущено распыление сил по широкому фронту в 2 расходящихся направлениях вместо их сосредоточения на узком участке фронта.
В результате этого, несмотря на ряд достигнутых частных успехов, батальоны 1 и 2 полков Восточного фронта, потеряв за 2 дня 33 бойца погибшими и под сотню ранеными, 1 БМП сгоревшим, были вынуждены отойти на своем левом фланге на исходные позиции. На правом фланге батальоны 1 и 3 полков выполнили задачу дня. Им удалось захватить и удержать восточную оконечность Кадорского моста, часть села Дзюбжа и участок дороги в населенном пункте Дача. Отдельным подразделениям 1 полка также удалось установить контроль над дорогой от Барганджи-Арху до села Кындых. Ами, айхами, амшина анца, абаснас, ихсвана, наски, поселок, фабрика, поселок Хайчу, убри район Гякит, Окшан Хачатоп, абра поселок Хача, новый Хайчуй, нас, рабочий поселок Хаяоб, Ашан Шахинха, Абарт Хаджагло. На, бегана хат, Шашчуара Амби, Алдабаргет, Вахен Бигмекуб, Кондох. أما تشازي تكوب وجزها. هاي شجرة حمانية خا. عرفت ألزر تشكيل بوم. واشتي ألزر تتخوب أخا. قراندي حبس الحوت زجاه هاي بقنا جزكوز كم جزجاه هاي بقنا. أبس حمي بقنا تبشرع ششترها. ربجر اشترت زر ويز عندي كحري رحتي. Надо отдать должное настойчивости и решительности командования Восточного фронта, которое в таких условиях смогло определить перспективное направление и перегруппировать войска на правый фланг фронта. 19 сентября батальоны 1 и 3 полков начали наступление на противника, который оборонялся в селе Ахалдаба. Перед этим, 17 сентября, во избежание жертв среди мирного населения, командующий фронта предложил командиру вражеского батальона отступить, вывести войска из населенного пункта. Получив время на обдумывание, противник использовал его для укрепления своих позиций. Внезапность, наш самый надежный союзник, была упущена сознательно. Однако это не спасло врага. Он был выбит из села с большими потерями и отступил в сторону Новых Кендык. Наши потери тоже оказались тяжелыми и составили 20 человек убитыми и около 50 ранеными. агитать кунша рахкат это мать кунша герет федзина пши гырганзи дахайт хуй гырганзи хуньо агитать кунша хатсура федзки амса кварса кушбы кашиш зам каждый вегана хала шут гхус хамад зам хан бзев сатамза. С захватом села Ахалдаба был установлен надежный контроль над участком автомобильной и железнодорожной трассы от поселка Дача и до Кадорского моста. Под обстрелом оказалась также воздушная трасса посадки самолетов Бабушарского аэродрома, через который осуществлялась переброска живой силы из Грузии. Вот отсюда, с села Цагера, 21 сентября 1993 года спешно собранная со всей Грузии пятитысячная группировка, поддержанная 58 единицами бронетехники и 25 стволами артиллерии, по 3 параллельным направлениям – шоссе, железная дорога и берег моря – двинулась на прорыв в сторону города Сухум, где оборонялись грузинские войска. Их движение поддерживала артиллерия, которая вела непрерывный огонь по нашим позициям на Барганджи и Нуарху. В море также были выведены баржи с установками залпового огня «Град», которые вели фланговый огонь. Второму батальону 1-го полка «Дельфин» из-за шквального огня артиллерии пришлось оставить позиции на Барганджи-Арху и отойти на исходные.
Также, чтобы оттянуть наши силы от трассы, грузины частью сил атаковали позиции 3-го батальона Апсны по направлению села Кочара. Атаку пехоты поддерживало 5 танков и 3 БМП. Рота «Малыш», которая обороняла данный участок фронта, подбила 2 танка и Урал с живой силой и заставила врага остановиться. Прорыв на этом участке фронта мог катастрофически повлиять на исход операции в целом. На ликвидацию угрозы были брошены последние резервы и даже охрана штаба фронта. На следующий день, 22 сентября, в 6:00, огромная колонна двинулась дальше. Примерно в 9:00 грузины с целью нанесения фланговых ударов высадили многочисленный морской десант на Тамышский берег и в селе Новые Кинги. Движение группировки сдерживалось связывающими боями. Наиболее упорное сопротивление противник встретил на участке Тамыш-Кындых. Оборону на Ану-Арху занимала сводная группа бойцов Меркульского и Мокского батальонов, а также разведгруппы тамышцев и Чловской группы Ажвепша. Всего около 220 человек. Их позиции были подвергнуты такому артиллерийскому обстрелу, что в короткое время они потеряли 4 человека погибшими и несколько ранеными. Грузинам удалось оттеснить защитников Ану-Арху на вторые позиции, и тем самым они открыли дорогу для движения своих колонн. Галяти и Арцили, мы взяли Ану-Арху. Если мы там окопаемся, то не сможем идти вперед. Пришлите живую силу. К вечеру приказом командующего Восточного фронта эта сводная группа была переброшена в сторону Адзюбжинского коридора, где они заняли позиции по железной дороге фронтом на юг, в сторону Скурчи. Взорванные мосты также тормозили движение врага, так как их надо было восстанавливать или искать пути в обход. По сгрудившейся у Таумышского моста техники расчетом Птура 4-го батальона был нанесен удар, в результате чего были подбиты 1 танк и 1 БМП. Пытаясь обойти обороняемый 4-м батальоном участок дороги, грузины пустили часть сил в обход со стороны моря. Однако она, двигаясь параллельно железной дороге, в районе Лепана наткнулась на жестокое сопротивление небольшой разведгруппы 4-го батальона и потеряла до 70 человек убитыми и ранеными. Потеряв 1 убитым и 4 ранеными, группа отошла к основным силам. После прорыва противника на Кингском участке часть 4-го батальона «Дамаск» также была переброшена в Адзюбский коридор на участок фронта в населенном пункте Дачи. Арцили, я Галиати. Как обстановка? До взятия Кинги осталось 2 километра. До моста дошли? Пока нет. Осторожно, у них есть еще 1 танк. Мы вас поддержим авиацией. Зайдет со стороны моря. Как Ахалдаба. Там может быть противостояние. 10-й. Я Брон-2. Мы взяли Новые Кинги и хотим переночевать здесь. Дорога заминирована. Продвигаться не можем. В бою себя хорошо проявили зугдицы. Останавливаться нельзя. Разминируйте дороги и вперед. В Ахалдабе к вам присоединится 200 человек. Сейчас вышлем подмогу для контролирования дороги Новые Кинги до Цагера. Старые Кинги вошли до ШБ из Батуми, а в Новые Кинги люди Кабалья. В Старых Кинги много сил противника. В результате враг, неся потери, подошел к нашей линии обороны на участке Гарем-Дача только на 2-й день, 23 сентября. Эти 18 километров дались ему очень дорого. Помимо всего, с моря по нему по корректировке с берега вел огонь БМ-21 «Град», установленный на барже военно-морского флота Абхазии «Антарес-1». Надо, кстати, отметить, что грузины теряли солдат не только в боях, но и от дезертирства. Это подтверждается радиоперехватами их разговоров. Арцили, на связи 10-й. Какое у вас положение? Белый Орел уехал в Ачамчиру. Мы с ним поругались, чуть не перестрелялись. Людей забрал и ушел в Ачамчир.
Я прошелся по позициям. Абхазцы сидят по той стороне железной дороги. Несмотря на все это, он все еще имел 4000 человек пехоты, 48 единиц бронетехники и большое количество артиллерии. Противник располагает 58 единицами бронетехники, 25 пушками, большим количеством живой силы. Его поддерживают 4 РБУ с ВМФ России, морпорта города Чамчира. Боеприпасы на исходе. Действия этих сил были настолько важны и судьбоносны для войны в целом, что их лично контролировал Шеварднадзе. Арцели, я Гальяти. Какая обстановка у вас? Вперед продвижение есть? Операция началась, но противник очень сильно вооружен живой силой и бронетехникой. Ну давайте, ребята, поработайте. Арцели, я 11-й. Будете говорить с первым. Где ты находишься? Я нахожусь в подступе дачи. В первых домах. Противник сильно укреплен. Каждый метр достается большими усилиями. Помни, что судьба грузин находится в твоих руках. Ты должен сегодня во что бы то ни стало прорваться. И это приказ и просьба. Со стороны Сухуми пошла подмога. Действуйте совместно. Руководству Грузии также удалось достичь компромисса со звездистами, и те к 24 сентября отправили 2 полка на помощь прорывавшейся группировке. Часть этих сил, имея задачу прорыва нашей линии обороны по железной дороге, была десантирована морем в местечке Скурча. К этому времени вражеской группировке, которая находилась в Скурче, удалось наладить взаимодействие с частями войск 23-й бригады, оборонявшим город Сухум через реку Кадор по нижнему его течению. 23 сентября во второй половине дня враг, используя бронетехнику, решил одним ударом пробить позиции сводного отряда, который оборонял район дач. В результате боя в короткое время было уничтожено 2 БМП-1, подбито и захвачено БМП-2, уничтожено и ранено много пехоты врага. Сводный отряд состоял из 2 рот 5-го батальона Амра и Удав, а также Арасадзихской и Кинской роты 4-го батальона Дамаск, до 10 бойцов из группы Эдельвейс, а также им были приданы силы танк «Тигр», 1 БМП-единичка и «Птурс» с расчетом. Утром 24 сентября возобновились тяжелые бои с пехотой и бронетехникой противника, которые он применял массированно на узком направлении вдоль шоссе, железной дороги и со стороны села Новые Киндки. В течение этого дня противник, имея превосходство во всем, предпринял 2 таранные атаки с целью прорыва обороны наших войск и выходом к Кадорскому мосту. Бронетехника при поддержке пехоты наступала слева от дороги. Ей удалось ворваться в боевые позиции обороняющихся и буквально утюжить окопы. 1 танк был сожжен, но 1 прорвался глубоко в тыл и приблизился почти к штабу. Пехота также наступала между автомобильными и железнодорожными дорогами. В этом пространстве было несколько шеренг противника. Огромными массами также они наступали со стороны Новой Киндги на позиции бойцов, которые обороняли железную дорогу. Силой до взвода им удалось прорваться в глубину нашей обороны, но они были уничтожены. Это была отчаянная атака, которую возглавил лично командир всей бронегруппы на командирском танке. Командирский танк был захвачен, командир группировки вместе со своим экипажем погиб. Техника гана хала хаса брахпе направления аз с жецах убышха лагзинаркна хасё БМП-2 кахгет атанка кахгет атанка камцек не азарато це агис яхблит ютан БМП полностью рахпеган арикудр кухухе вачхеге бжипшени глоб атанки бдеми бжи при алгаразона усада холош. Грузины так и не сумели пробить оборону, потеряв в первой же атаке 7 единиц бронетехники подбитыми и сгоревшими и около 300-350 человек убитыми и ранеными. Противник отступил.
Нас тиги хавай я бистрее ходит. Сейчас хавай бам كده طبعا واحد طبعا целый день بس حطو درايوي يا شويه واحد ربجر ابري لاجو بيلا هو راح اصدره واحد فريق حطوب целый день بس Я приезжаю بس جيزك ده راح شنيا حب حاجه تانك خانك كفحجت там на альбе بيحتسد بس أبيش بوي خامي درا تنزجي بس حاجة أنا اشتاق خصوة أنا حب حاجة خصوة زين شو بس زين حاجة لكن بني حشيد أبجر زين حاجة. Только на одном участке фронта, всего в сотню метров, бойцам в качестве трофеев досталось около 70 единиц стрелкового оружия и боеприпасов. Также было захвачено 2 танка. Вторая атака, которую грузины провели через 2 часа, также была отбита с тяжелыми потерями. После каждой атаки противник возобновлял артиллерийский обстрел. Я 10-й, ты где? Стороны растянуты. Их позиции пока не знаем. Не дают поднять голову. В даче укрепились. Танк, БМП, Птурск, гранатомет очень сильно укреплены. На сегодня вам надо перейти к Адуре. А то никакого смысла не будет в этой войне. Но вы тоже нам помогите, и мы постараемся. Мы вчера столько техники и людей потеряли, сегодня должны перейти речку. Технику пустите не по трассе, а через дома и леса. Распределите технику по всему фронту. Начнем через час, и к обеду будем там. Каха уже в лабрах. Наши диверсионные группы работают по всему фронту. Должны растянуть их силы. Арсений, я Гольятин. Дайте мне первого. Баба слушает. Сегодня решается судьба Грузии. От вас зависит все. Если вы не пробьете дорогу через Кадуры и не пойдете на Сухуми, все кончено. Сделайте все возможное. Мы вам вышлем все, что надо. Артиллерию, бронетехнику. Сейчас из Кутаиси направляется свежая сила. Я вас очень прошу. От себя и от Гуджари. Примите это как приказ и как просьбу. Мы уже начали работать потихоньку вперед. Сделаем все возможное. Конец связи. Бубур. Технику все уничтожили. 6 штук уничтожили. Люди сгорели. Кабали под мостом с нашими людьми. Где дачи, он там ставил. Очень трудное положение. Артиллерия работает или нет? Работает, как не работает. Каждый квадрат обработали. Каждую улитку обработали. Не знаю, где чудес. В это же время противник со стороны Сухума повел наступление на наши подразделения, которые обороняли автомобильный и железнодорожный мост по реке Кадор. По автомобильному мосту противник пошел в отчаянную атаку в полный рост. И нескольким бойцам его удалось прорваться на нашу сторону, но они были уничтожены. В сумерках противник попытался прорваться уже по железнодорожному мосту, но и эта попытка у него провалилась. Потеряв большое количество убитыми и ранеными, он отступил. Говорит Бабу, я Тенгиз. 78-47 координаты. Люди идут очень сложно. Бомбите этот квадрат. Что на Кадорском мосту? Что? Мы атакуем. Бомбим все. С той стороны сделайте подмогу. Вся надежда на вас. Гольятин, с сухумской стороны пошли наши ребята. Будьте осторожны. Вражеские войска, расположенные в Скурче, также перешли к атаке наших позиций, которые были вытянуты вдоль железной дороги. В результате многочасового боя они потеряли сотни человек убитыми и ранеными, а также 3 танка и 1 БРДМ. 1 танк удалось срочно восстановить и использовать его в обороне коридора. حزمت سكيتكم زريخ بزوس ما حصلنا خيال كانوا ريبهم غير خوين شو ناس هاي بيشرخصوا وانت خد الخد بص بشو حنرخم زواب در حنرخم زواب ناس شبك محمد زرويد بيبقوا زرويد يحضروا حاجه مشتاق
Через день они получили подкрепление и начали готовиться к очередной атаке. Наблюдая активность врага и не дожидаясь нападения, наши бойцы при поддержке танка предприняли 2 внезапные вылазки и буквально разогнали десант. Бойцами было захвачено большое количество боеприпасов, военное имущество и продовольствие. На этом участке фронта по реке Кадор и вдоль железной дороги оборонялись 1-й батальон 1-го полка, часть батальона «Каскад» 2-го полка, рота «Чегем», часть батальона «Апсны», рота «Ласточка» 3-го полка, группа «Жвепша», Тамышская разведгруппа 1-го полка, отдельная разведдиверсионная группа «Учитель», группа «Эдельвейс» и многие другие. В эти и последующие дни, вплоть до 29 сентября, подстегиваемые истеричными приказами, просьбами Шеварднадзе, войска противника с 3 сторон несколько раз переходили в атаки, но каждый раз откатывались, неся потери. Раненых было столько, что в Очимчиру из Грузии были срочно переброшены санитарные поезда, которые совершили несколько рейсов. Арциви, какая у вас обстановка? Вперед идем или нет? Пошли в атаку, пока ничего сказать не могу. Арциви, что можете сказать? Наверное, это последний звонок. Постарайтесь продержаться еще чуть-чуть. Здесь все нормально. Через полчаса-час будем там. Не бойтесь, все будет хорошо. 114-й Арциви, дай мне самого первого. У нас все хорошо. Все силы вместе с 10-м вышли. Все будет хорошо. Через 30-60 минут будем там. Я думал, что уже будет поздно. Они к реке подошли или нет? Я уже ухожу отсюда. Через полчаса будут у реки. Все будет хорошо. Арциви, говори с Галиати. Как дела, идут или нет? Обстановка хорошая. Все идет по плану. Все, что хотите, получите. Люди ушли в бой. Я временно прервал свою связь. Арциви, через сколько будете? Через полчаса будем там. В пути вперед продвигаемся. Идут бои. Конкретно где находитесь? Точно не могу сказать. Идут бои. Продвигаемся вперед. Пока не беспокойте. У меня работа. Все, что хотите, все сделаю. Арциви, говори с Галиати. Как дела? Пока хорошо. Передай 10-му, что здесь очень обострилось. Главный сам пошел командовать. Где находится 10-й? Он впереди. Я не имею с ним связи. Скажи, где вы находитесь, продвинулись или нет. 28 сентября грузины вновь атаковали оборону коридора в населенном пункте Дача в 11:00. После двухчасового интенсивного артиллерийского обстрела они пошли в атаку огромными массами пехоты, но уже без поддержки бронетехники. Тяжелый бой длился без перерыва до 4 часов дня. Были моменты, когда казалось, что враг прорвется, но бойцы устояли. Грузины, понеся тяжелые потери, отошли. На этом участке обороны это была последняя атака. Абзеран шеф заадзада, аджара хафи зук по псендула яйра гон ше адза. Амин. Абзеран шеф заадзад, арцин бабхана гон ше кушадарцин абзеран шеф заадза. В тот же день командование 24-й бригады, сумевшее сконцентрировать в городе Очимчира почти что 3000-ную группировку, бросило часть сил против участка фронта, обороняемого 3-м полком. В середине дня грузинские войска при поддержке бронетехники и артиллерии атаковали восточный фас фронта и к вечеру, вклинившись в стык 2-го Рекского и 3-го Поквашского батальона, захватили важную высоту 119.
Невзирая на наступившую темноту, они атаковали позиции 3-го батальона в районе села Паквач и добились серьезного успеха. К 8:00 утра 29 сентября они оттеснили части 3-го батальона и заняли его позиции. Остальные силы противника были развернуты по левому берегу реки Алдзка. Было очевидно, что противник в случае неблагоприятного развития событий пытался создать новый рубеж обороны от моря до города Ткварчал включительно. Однако общая обстановка не позволила ему развить частный успех. Утром 29 сентября в 12 часов 15 минут передовые части 1-й бригады Гумистинского фронта и подразделения Восточного фронта встретились на Кадорском мосту. В течение 29 и 30 сентября соединившиеся войска обеих фронтов, совершив разгром войск противника на Восточном фронте, стремительно вышли к государственной границе Республики Абхазия по реке Ингур в районе автомобильного моста. В первых числах октября государственная граница была взята под контроль на всем ее протяжении. В результате 14-дневных тяжелых боев 24-я бригада и приданные ей силы, более года осаждавшие Восточный фронт, были разгромлены и обращены в бегство. В боях и при паническом отступлении противник понес большие потери. 16 единиц бронетехники, около 60 единиц различных артиллерийских орудий и реактивных установок, десятки единиц военного транспорта и около 650 человек убитыми и тысячи ранеными. Были сбиты 1 вертолет и 2 транспортных самолета противника. За это же время Восточный фронт потерял 80 человек убитыми и около 360 ранеными. Фронт, посмотрите, какой держит. Фронт, держать такой фронт, значит, километров, около 160 километров фронт держать. Это же надо же. Всего за 13,5 месяцев войны Восточный фронт, удерживая фронт длиной около 180 километров, потерял 473 человека убитыми и свыше 2000 ранеными. Только в Ткварчальском госпитале за весь период войны было прооперировано около 3900 человек, в том числе и гражданских. Помимо этого, раненым оказывали помощь Чловские и Джгярские медпункты. Сотни бойцов с легкими ранениями вообще не обращались в медучреждения. Подсчет собственных потерь был точным, но несколько упрощенным, так как не был разбит на боевые и санитарные. Штаб Восточного фронта не имел инструкций по методам и принципам подсчетов. В связи с этим составлялся общий поименный список потерь с указанием обстоятельств, места и даты, в который вносились погибшие непосредственно на поле боя, а также те, кто скончался от ран в медицинских учреждениях до окончания войны. В этот список также включались бойцы, погибшие от неосторожного обращения с оружием на передовой и во время испытаний самодельного оружия. Исходя из этого, прямые, боевые, потери Восточного фронта должны быть несколько ниже заявленного. Тактические приемы, используемые войсками Восточного фронта, были разнообразны, иногда весьма нестандартны. В любой операции главную роль отводили скрытности подготовки и внезапности атаки. Часто применялось просачивание штурмовых отрядов сквозь оборону противника с последующей атакой с тыла, охваты, обходы, засады, ложные атаки и так далее. Сознательное и целенаправленное использование одних и тех же тактических приемов в одно и то же время на определенном участке приводило противника к привыканию. Достигнув этого, подразделения Восточного фронта резко меняли объект атаки, время и направление удара. Сочетание с радиоигрой, например, как временный обмен позывными между батальонами, находящихся на противоположных направлениях, эта тактика позволяла застигать противника врасплох. Независимо от масштабов операции и предполагаемых результатов, особенное значение придавалось разработке путей отхода подразделения. Так как успех операции напрямую зависел от верной оценки сил противника, интенсивно проводилась разведка как переднего края противника, так и его тыла.
При атаке укрепленных позиций противника стремились не брать в кольцо, а выдавливать, давая ему возможность отойти, и на путях отхода устраивали засады. Таким образом ему наносилось жесточайшее поражение. Если обстановка и местность не позволяла маневр, применялись так называемые лобовые фронтальные атаки. В этих случаях формировались штурмовые группы из опытных и отважных бойцов на добровольной основе. Были случаи, когда подобные атаки заканчивались контактным боем в окопах противника, в Моквах, Меркулах, Атарах и так далее, так как противник был довольно упорным в обороне. В большинстве случаев боевые подразделения в различных операциях сопровождались невооруженными вспомогательными отрядами, облегчавших их боевую деятельность, а также готовых заменить в бою погибших товарищей. Так как противник часто пользовался средствами связи без соблюдения режима секретности, неоценимую роль приносила служба радиоперехвата. Благодаря своевременной информации, которую получали как заблаговременно, так и в ходе боя, часто удавалось упредить противника в его действиях. Иногда радиоигрой удавалось спутать его планы. Например, во время июльских боев в результате радиоигры гаубичная батарея противника некоторое время вела огонь по своим войскам. Все вышеперечисленное позволяло наносить противнику несопоставимый с нашим урон в живой силе и технике. Всему перечисленному учились на ходу, на собственном ежедневном кровавом опыте, который давался чрезвычайно трудно как физически, так и морально. Подсчет общих потерь противника всегда являлся проблематичным для всех войн по многим причинам. Он всегда тенденциозен и характерен завышенными цифрами. В силу этого действительные потери противника на Восточном фронте назвать затруднительно. Несмотря на несовершенство метода, в основном подсчет велся по количеству тел солдат противника, оставленных на поле боя, количеству трофейного оружия, которое доходило до 2800 единиц, и другого вещевого имущества со следами поражения. В некоторых случаях сложно было понять, являются погибшие солдатами грузинской армии или же это банда мародеров, так как нередко бойцы Восточного фронта в бою уничтожали или брали в плен людей с оружием и в военной форме, но не имевших ни документов, ни знаков различия, удостоверяющих их принадлежность к какому-либо воинскому подразделению. Использовались также данные допросов военнопленных, агентурные сведения и службы радиоперехвата. После окончания войны некоторую ясность внесли захваченные штабные документы 24-й бригады и других подразделений, воевавших на Восточном фронте. Большой объем информации дали материалы из медучреждений Гулерипского, Чимчирского и Галского районов. В общем, можно утверждать, что грузинские войска на Восточном фронте потеряли около 3200 человек убитыми и более 8000 ранеными. Однако неясно, будут ли они считать потерями армии погибших уголовников и мародеров, которых они вооружили и бросили против Восточного фронта. Окончательный ответ за грузинскими историками. Главнейшей задачей Восточного фронта являлась защита мирных жителей от агрессора. Несмотря на огромное неравенство сил, из 20 абхазских сел Чимчирского района противник сумел захватить и удерживать до конца войны только 3 – Адзюбжа, Кындых и Тамыш, так как шоссе М-27 проходит сквозь эти села. Оставшееся в тылу грузинских войск население, которому угрожало физическое уничтожение, выводилось бойцами Восточного фронта с большим риском различными способами. Например, при выводе женщин с грудными детьми из села Кындых через линию фронта разведчики 4-го батальона усыпили детей снотворным, чтобы те плачем не выдали движение отряда. Оборонительная линия Восточного фронта в целом представляла собой
цепь укреплений неравномерной плотности, состоявшая из системы дзотов, блиндажей, окопов, траншей и ходов сообщений. Танкоопасные направления перекрывались рвами и минными полями. Высокие плотности оборонительных сооружений, как по фронту, так и в глубину, были достигнуты на центральном участке фронта от села Ктол, 1-й полк, до села Беслаху, 3-й полк. Наиболее развитым в инженерном отношении были позиции отдельного Меркульского батальона и батальона «Каскад» 2-го полка села Моква. Иногда подразделения занимали оборону в сложной, труднообъяснимой с военной точки зрения конфигурации. И часто они становились непреодолимыми для врага. Несмотря на наличие и возможность занять более удобную для обороны местность, укрепления на отдельных участках вынужденно создавались в неблагоприятных местностях, так как защита сел и мирных жителей являлась важнейшей задачей. Примером может служить оборона села Ктола-Чаркет, села Моква-Аджев, села Меркула, села Беслаху и так далее. Оборона Кадорского хребта и системы гор и водораздела в горе Хаджал в весенне-осенний период была обеспечена цепью постов, личный состав которых, в основном пастухи и охотники, вел непрерывное патрулирование. Главной задачей постов являлось своевременное обнаружение противника и оповещение. Так как противник довольно часто пользовался Кадорским ущельем для пролета ВВС, отдельные посты снабжались ПЗРК и радиостанциями. Во время выхода патруль в среднем проходил от 30 до 50 километров по гористой местности в сложных погодных условиях. Из-за тотальной нехватки всего, что необходимо в горной войне, содержание этих постов было весьма трудной, но крайне необходимой задачей. И все же потери среди мирного населения от боев, карательных операций, артобстрелов и бомбежек составили свыше 300 человек убитыми и около 1800 ранеными. Пшюк, taka jirshit, хуюк, габняр, тасура jirshit, Видя Черкезия, Ланхоп, Хайлари, Айну, Рбулван и Хоенала Гаялаж ниршит. Аджи их карадж, Янкоха Карча, их карадж, Нагани, Юнаштах, Яробратска, Парахоту, Зарахоту, Яхом Тарфан, Шакли, Гудзандершит. Седру выс, Уарова Псоп, Сапсоп, Хазачкун, Муцба, Беслан, Сапсоп, Аниха, Уштаху Хапши, Хадерпшин, Ушапсор, Ханабастершит. Из Шквазги ради Копакум зерны приезжих хазяинцати. Например, снайперами батальона «Каскад» 2-го полка, находившимися в засаде, зафиксирован случай, когда подразделение новобранцев противника под руководством офицера обучалось стрельбе из танковой пушки по домам и жителям села Моква, расположенного далеко от линии фронта. Снайперским огнем офицер был уничтожен. Подобных примеров варварства грузинских войск множество. Автомат лохас лепутхандара. Згирейто злохасвоз дешекаху зашто. Танковый пулемет, он зарги зенитка. Ой, зенит грух марга сучебка сирман так хазыш зингдана куголак да вот зом злохас. Авинам салкан. Эффективность ВВС противника против войск Восточного фронта, несмотря на использование авиационных бомб большой мощности, бортовых пушек и кассетных бомб, было минимальным. Прицельного бомбометания позиций военных объектов, за исключением бомбо-штурмового удара по штабу Восточного фронта в селе Члоу и рембазе в селе Чгарда, не производилось. Били в основном по селам и городу Ткварчал, отчего больше всего гибли мирные жители. 250-килограммовые бомбы наносили огромные разрушения домам и строениям. Есть факты нанесения бомбо-штурмовых ударов самолетами Су-25 и вертолетами Ми-24 по похоронным процессиям как в прифронтовых, так и расположенных в тылу селах. Социально-экономической инфраструктуре района был нанесен громадный ущерб. Так, например, село Тамыш, имевшее до начала войны 520 дворов, не осталось ни одного целого строения. Нанесены тяжелые разрушения селам Адзюбжа, Атара, Кандах, Томыш, Ктол,
Квачара, Лабра, Лашкиндар, поселок Мокский чай совхоз, Моква, Аджев, Меркула, Беслав, Покващ, Река, Бедия и так далее. По окончании войны десятки тысяч людей оказались бездомными скитальцами на собственной родине. На всем протяжении войны основная борьба шла за удержание и расширение рубежей Восточного фронта и контроль над коммуникациями, автомобильное шоссе и железная дорога, линии связи и частично воздушный коридор и истощение его сил. До конца мая 1993 года эти задачи ставились командованием Восточного фронта в основном самостоятельно. С первых чисел июня 1993 года решение этих задач было подчинено общему стратегическому замыслу действий обеих фронтов, выработанному Генштабом Министерства обороны Республики Абхазия. Именно это позволило решать сложные боевые задачи в июле и сентябре 1993 года и добиться победы над врагом. За весь период войны Министерство обороны перебросило на Восточный фронт воздушным и морским путем 320 единиц АК-74, 100 единиц АКМ, 25 единиц СКС, 12 единиц РПК-762, 14 единиц ПЗРК «Игла», 5 единиц ПТУР, 1 единица СПГ, 1 единица ЭГС, 1 единицу 120 мм миномет, 1 единица ЗУ-23-2, 1 единица БМ-21 «Град». Еще около 300 стволов различного стрелкового оружия купили и привезли частные лица. У противника было захвачено около 2800 единиц стрелкового оружия, десятки пулеметов, гранатометов, радиостанций, тысячи единиц боеприпасов. 60 Из них некоторое количество поврежденных восстанавливалось на заводах в городе Ткварчал. Десятками исчисляется количество захваченных и уничтоженных танков, БМП, колесной техники. Сотнями подбитые и выведенные из строя на сутки и более единиц бронетехники. Средствами ПВО Восточного фронта было сбито 5 боевых вертолетов Ми-24 и Ми-8, 1 штурмовик Су-25 и 3 транспортных самолета. Пущены под откос 2 эшелона с боеприпасами и награбленным имуществом. Уничтожены десятки опор ЛЭП, десятки автомобильных и железнодорожных мостов, иногда и по нескольку раз. Численность подразделений Восточного фронта и Ткварчальского гарнизона и милиции к концу войны составляла примерно 4200 человек. Войска Восточного фронта были в основном моноэтничные и состояли на 80% из абхазов. Бок о бок с абхазами храбро сражались кабардинцы, русские, казаки, армяне, грузины, мингрелы. Подводя итог, следует сказать, что Восточный фронт оттягивал большие силы и средства противника и настолько изнурял его, что он пытался добиться прекращения сопротивления любыми средствами вплоть до применения ядерных артиллерийских боеприпасов. Применялись также и иные попытки провокационного характера. Они оказались безрезультатными. Министру обороны Республики Абхазия полковнику Ашба. Довожу до вашего сведения текст полученного письма. 18 апреля. Командующим партизанским движением Восточного фронта Абхазии Мирабо Кишмария. Повторно предлагаем вам лично не затягивать встречу для урегулирования вопроса прекратить боевые действия по Восточному фронту и ввести миротворческие силы под командованием полковника Кабали из Западной Грузии. Предлагаю в течение 48 часов сообщить место встречи и дальнейший план ваших действий. В противном случае партизанские отряды и части законной национальной гвардии Гайского района под моим личным командованием приступят к боевым действиям в Абхазии. Полковник Кабали. Против Восточного фронта были задействованы 7 пехотных, 1 афганский, 1 резервный батальон и 24-й бригады 2-го армейского корпуса, подразделения внутренних войск и МВД Грузии, а также местное ополчение в составе 5-6 батальонов, до 60 единиц различной бронетехники и большое количество ствольной и реактивной артиллерии. Также в отдельных операциях участвовали подразделения из 23-й бригады. В тяжелые минуты к ним на помощь приходили и звездистские батальоны. Вместе они проводили скоординированные операции и осуществляли помощь резервами друг другу.
Борьба с резервами противника была всегда большой проблемой для командования Восточного фронта, так как ситуация на фронте не позволяла иметь собственные резервы в количестве, достаточном для парирования действий противника. Это лишало возможности влиять на ход сражения на конечном этапе. В результате нередко противнику удавалось вырвать, казалось бы, очевидную победу из рук. Примером этого может служить штурм, овладение и потеря села Лабра в течение одного дня 1 марта 1993 года. Оценивая деятельность командования Восточного фронта и его штаба, следует помнить, что оно состояло всего из 9 человек, из которых только 2 были военными, и только 1, командующий фронта, являлся профессиональным военным с боевым опытом Афганистана в звании майора. Надо отметить, что руководство фронта, находясь в тяжелейших условиях, без резервов и стабильного снабжения, сумело с целью овладения инициативой целенаправленно планировать боевую деятельность и управлять войсками Восточного фронта. В конечном счете, неимоверными усилиями к марту и июлю 1993 года цель была достигнута. Это стало залогом успеха для всех будущих операций. Совершенные ошибки и просчеты не носили фатального характера. Они не привели к поражениям с катастрофическими последствиями для всего фронта или отдельного участка и быстро устранялись. Восточный фронт в процессе войны, благодаря усилиям командования фронта, командиров и комиссаров всех уровней, рядовых бойцов и работников тыла, стал одним большим организмом, коллективом, который, несмотря на естественные внутренние трения, эффективно выполнял боевую задачу. Напротив, командный состав грузинской армии был представлен высшими офицерами и генералами советской армии с боевым и управленческим опытом, этническими грузинами, занимавшими в свое время высокие должности в различных военных округах СССР. Под их руководством противник был агрессивным, настойчивым в атаке и довольно стойким в обороне. Однако в тактике боевых действий, за редкими исключениями, он был прямолинеен и неискусен. Недостаточно внимания уделялось разведке и особенно до разведки целей непосредственно перед атакой. Это часто приводило к тому, что противник попадал под огонь бойцов Восточного фронта на этапе выдвижения, развертывания к объекту атаки. К артиллерийским обстрелам он был весьма чувствителен, особую нервозность, граничащую с паникой, проявлял при появлении на поле боя танков и БМП Восточного фронта. Следует подчеркнуть, что боевые качества подразделений и бойцов из Грузии были выше, чем у отрядов, сформированных из местного мингрельского населения. Слабая дисциплина, откровенный бандитизм и террор против мирного населения являлись характерной особенностью этих отрядов. Отношение грузин к пленным бойцам Восточного фронта было изуверским. По приказу командующего войсками Госсовета, а в дальнейшем министра обороны Грузии от 25 августа 1992 года, за бойцами абхазской армии не признавались права военнопленных, более того, их запрещалось брать. Они подвергались унижениям, пыткам и казнились различными способами. Примером могут служить пытки и убийства группы военнопленных бойцов из батальона «Сова» Восточного фронта за несколько часов до оговоренного обмена в марте 1993 года. Нередко палачи фиксировали казнь на видео и фотопленку, что на сегодняшний день стало достоянием общественности. В общем, можно констатировать, что грузинским генералам и их армии не удалось найти формулу победы в войне с абхазами и их союзниками. Использование армии в качестве террористического инструмента в борьбе с народом в конечном счете привело их к тяжелому поражению. Бойцов Восточного фронта, в основной массе сельских жителей, отличало практически моментальное привыкание к войне и оружию. Привычные к непростому крестьянскому труду, горам, охоте и оружию, они войну сделали обычным делом, работой и основательно занялись ею. Характерно, что во время боя использовался термин «работаю» взамен виду «бой, воюю». Отвага, чрезвычайная инициативность и осторожность, храбрость в атаке и стойкость в обороне и ничем не обоснованный оптимизм были характерными чертами бойцов Восточного фронта.
Боевой дух, невзирая на постоянный кризис, нехватку всего, что нужно для войны и жизни, был на высоте. Я набегаю, ачкуш, гульдер харса кир тахм хайдаха. Раз вариалы хела чойс дюхиз, лишь поза прошлый генерал. Варичиджика смахани это английский. Несмотря на то, что к потерям были чрезвычайно чувствительны, от намеченной цели не отказывались и с упорством продолжали выполнять боевую задачу. Двукратные и трехкратные штурмы одних и тех же позиций врага были не редкостью. Тела погибших товарищей, за редким исключением, на поле боя не оставляли, в плен не сдавались, а если и попадали в него, то в результате тяжелого поранения или бессознательном состоянии. Всего в ходе войны в плену оказалось около 3 десятков бойцов Восточного фронта. Добровольческие подразделения на Восточном фронте, в основном кабардинцы, русские и казаки, отличались высокими боевыми качествами. Храбрость, знание тактики, отличное владение оружием и хорошая физическая форма делала их прекрасными воинами. Несмотря на их малочисленность, они внесли большой вклад в оборону Восточного фронта и в конечном счете в победу над врагом. Можно смело утверждать, что если в боях за столицу войска Гумистинского фронта разбили голову грузинской гидре, то хребет ей сломали на Восточном фронте.